крупнейшие соревнования по спортивно-бальным танцам в объективе «Горы новостей». Здесь самые лучшие спортсмены в нескольких возрастных категориях. В Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой идут крупнейшие соревнования республики по спортивно-бальным танцам. Сюда съехались мальчишки и девчонки со всего Башкортостана. Соревнования идут весь день. Танцоры выступают в разных возрастных категориях, представляют классическую танцевальную программу. Как спортивно-бальные танцы пригождаются в жизни? Нам это очень сильно пригождается для костей. Мы очень много бегаем, очень много у нас также есть общей физической подготовки. Мы отжимаемся, приседаем. Мы можем стать тренером, легко найти работу, можно стать хореографом, куда-нибудь поступить. В настоящее время к бальным танцам относятся 10 различных танцев, разбитых на 2 программы. В европейскую программу входит медленный вальс, бастон, квикстеп, быстрый фокстрот, венский вальс, танго, медленный фокстрот, латиноамериканскую, самбо, ча-ча, румба, пасадобль, джайв. К спортсменам есть четкие требования как по внешнему виду, так и к репертуару. Как прошло твое выступление? Я выступала в А-классе, 5 танцев стандарта. Это бальные танцы, то есть в бальных платьях. И танцы были медленный вальс, медленный фокстрот, танго, квикстеп и венский вальс. Ну, выступила нормально, но финал не прошла. Очень жалко, что ты не прошла в финал, но ты все равно очень круто выглядишь. Почему ты занимаешься бальными танцами? Лично, по моему мнению, плюсы бальных танцев в том, что у тебя постоянно новые красивые бальные платья. Ну, еще мы постоянно занимаемся. У нас постоянные физические нагрузки, поэтому мы красиво выглядим всегда. Чтобы создать более или менее равноценную конкуренцию на танцевальной площадке в спортивно-бальных танцах, введена система классов, отображающая уровень подготовки танцоров, система возрастных категорий. Для выхода на первое соревнование им присваивается один из самых низших классов, которые они впоследствии могут сменить на более высокий, заняв на соревновании определенные места и заработав очки. Эта красота – это результат упорного труда этих ребят. Спорт может быть и изящным, а творчество может быть не только по велению музы. Рафаэль Гендулин, Ильнар Бигбов специально для «Горы новостей».